Доброе утро, дорогая церковь. Слава Богу, что все проснулись. Все, что у вас происходит, просто давайте сегодня дадим Богу, будем поклоняться, молиться. И каждое слово, которое мы сегодня будем петь, каждое слово, которое мы сегодня будем слышать, пусть просто оно будет осознанно, не просто потому, что надо спеть, не просто потому, что сегодня воскресенье, и по расписанию нужно прийти, но пусть это будет особенное воскресенье для вас, каждого по отдельности и всем вместе, просто пусть что-то ожидайте от Бога, что Бог что-то будет сегодня делать, и искренне старайтесь поклоняться, прославлять Его. Пусть, может быть, что-то там некачественно до вас долетает из-за зума, вот, но просто давайте постараемся быть сегодня в единстве, вот, настроимся на Божью волну. Мы сейчас будем петь песню, которая, иногда немного некоторых смущает, некоторые ее не понимают. Там есть такое слово «танцпол». Божий танцпол, вот, и, сейчас в мире ассоциируется оно с чем? Кто-то там пошел в клуб танцевать на танцполе, да, что-то такое, по идее, вот я такая подумала, слово танц, танцы, пол, пол, вот, обычный пол, танцы придуманы Богом, пол, ладно, придуман там еще людьми, может, да, все равно, то есть поверхность, но мы можем, то есть в нас заложено танцевать, в нас заложено, чтобы мы славили Бога. И вот люди в мире, они хотят где-то отрываться, поэтому они идут в клуб. Но мы, как верующие люди, на самом деле неверующие, всем нужно танцевать для Бога. И поэтому эта песня, может, она вообще о жизни, о том, чтобы, может, как-то, знаете, такое, что наша жизнь — это танец для Бога, да, что-то такое, то есть это такое творчество для Бога. Поэтому не смущайтесь, пусть ваше сердце с этой песней. Там есть очень классные слова, что мы возвращаемся в сердце Бога, чтобы услышать Его ритм, чтобы почувствовать Его, чтобы наша жизнь, она была в Его ритме, не в нашем каком-то там бешеном или наоборот слишком размазнёвом, но просто чтобы мы были вместе с Ним. И просто вслушивайтесь, пойте эти слова. Если не понимаете, просто размышляйте над ним, потому что через песню иногда можно столько откровений получить. Поэтому благословляю вас. Доброе еще раз утро всем. Вот, и надеюсь, сегодня особенный день будет.
хоть далеки мы можем быть, ты не откажешься от нас. Небеса кричат: Божьему беги. Держи тебя, Господь, ты никогда от нас не откажешься, Господь. Нам уже не убежать от Твоей любви, Господь. Не убежать от Твоей благодати, Господь. Не убежать от Твоей радости, Господь. Господь, тьма спустилась надо мной, печаль пройдет, всю радость и боль. Я чувствую, внутри что сокрушен, не побежден я, не побежден я. Скажи, когда стою в Твоей любви, без страх прочь уходит. Когда стою в Твоей любви, без страх прочь уходит. Когда стою в Твоей любви, без страх прочь уходит.
дальше поклоняться Ему. Господь, там, где мы есть. Аллилуйя. этой близости, что дает преграды этому исцелению. Он все это всеми силами хочет разрушить, всякую ложь, которую говорит нам этот мир, или мы сами себе иногда ее внушили. Просто я поняла, что теми словами, которые Бог понемногу каждый день иногда говорит, Он просто разрушает, Он смывает всякую грязь, всякое осуждение, всякий страх. Каждым днем. И это не происходит так, что в один раз, и ты стал святым.
разрушишь, горы все раздвинешь, чтоб меня найти. Ты все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути. Ты светом тьму прогонишь, горы все раздвинешь, чтоб меня найти. Ты стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути. Ты стены все разрушишь, ложь огнем сжигаешь на своем пути. Ты светом тьму прогонишь, горы все раздвинешь, чтоб меня найти. О, как прекрасно, бесконечно, Бог, любовь твоя. Где давно затерянь оставляешь, чтоб найти меня. И я недостоин, я был непокорен, но ты жертвуешь собой. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя. О, как прекрасно, необъятно, Бог, любовь твоя.
Бог, Ты так нужен мне, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. Бог, Ты так нужен нам, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. Бог, Ты так нужен нам, так нужен нам. Скажи, как Он нужен тебе. Скажи Ему. Потому что прямо сейчас Он не смотрит на то, как ты поешь, знаешь ли ты слова или нет. Он смотрит на твое сердце. Пришел ли ты просто потому, что надо прийти? Или действительно ты хочешь и жаждешь Его? Поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. Бог, Ты так нужен нам каждый день, Господи. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне. Бог, Ты так нужен мне. Спасибо, Господь, Тебе за Твое присутствие. Просто говори нам сегодня. Любим Тебя, Господь, уважаем Тебя. Это Твой престол, Твое царство, Господь. Аминь. Я передаю слово Олегу Ивановичу. Доброе утро всем, дорогие. Давайте мы будем находиться в этой атмосфере любви, в атмосфере Его милости, Его щедрости. Его атмосфера, она прямо сейчас здесь находится. Огромное спасибо вам, прославляющие. Левиты, вы просто супер. И, знаете, я хотел бы сказать, так здорово, что вы приходите в это утро здесь в Зуме, кто-то в Инстаграме, там на Зуме человек 30, и в Инстаграме человек 10. Хотелось бы, конечно, чтобы вы больше приходили. Знаете, потому что некоторые, они говорят, ну, я потом послушаю в Ютубе, так как-то лучше. Но знаете, вот когда мы даже не собираемся вживую, но мы видим лица друг друга, мы радуемся этому. Знаете, так охота обнять вас, и мы можем духовно обнимать друг другу, на расстоянии, видя лица, улыбаться друг другу, приветствовать друг друга. Потому что мы братья и сестры, мы родные, мы родились от одной крови, от Иисуса Христа, Господа нашего. И Он всегда нас ждет. А если Он нас ждет, тогда мы должны ждать друг друга, молиться друг за друга, носить бремена друг друга. И знаете, я сегодня хотел бы говорить проповедь, как Бог объединяет разных людей. Я вот уже 20 лет в Господе, и когда я пришел к Господу, пришел в эту церковь, то узнал, что пастор бывший милиционер, а я бывший бандит. И я так удивился этому, потому что я просто ненавидел всей своей сутью милиционеров. Но, знаете, увидев этого человека, услышав этого человека, я увидел, что Бог объединяет нас, таких разных людей. Через некоторое время я узнал, что и бухгалтер у нас работает в МВД. Знаете, это так было интересно. Вообще такие переживания были интересные. И я понимал, что Бог может объединять нас, таких разных людей.
разного образования, разной культуры, национальности. Кто-то образованный, кто-то, может, не образованный. Например, у меня 8 классов образования. Но, знаете, здесь, находясь в нем, мы образовываемся, мы так нужны для друг друга. И, знаете, в этом мире я, может быть, и когда находился в этом мире, когда был бандитом, я не мог терпеть этих милиционеров, да, людей в погонах, не мог терпеть. Но придя к Господу, у меня открылись глаза, у меня открылось сердце, и я понял, что в нем мы можем объединяться, в нем на многих, знаете, вот на многих многие какие-то свои вещи, свои какой-то эгоизм, свою гордость, какую-то свою твердыню просто откинуть и сказать: Господь, я люблю этого человека, потому что я полюбил тебя. Ты прежде полюбил меня, ты принял меня в свое сердце. И как я не могу любить этого человека? У меня нет никакого шанса не любить этого человека, потому что ты возлюбил этого человека, потому что ты привел этого человека. Если ты привел, как я могу пойти против тебя? Я не могу пойти против тебя. Потому что ты так много сделал в моей жизни, ты исцелил, освободил меня, ты обнял меня, ты обнимал меня, ты в трудных ситуациях всегда поддерживал меня. Знаете, мы, как христиане, иногда ищем единство не там. Мы ищем единство в каких-то формулах, мы ищем единство в каких-то учениях, каких-то методах. Если бы мы объединились, может быть, там ходили в поход и это что-то делали бы. Знаете, нам нужно прежде пойти к Нему. Если мы пойдем к Нему, тогда мы просто от всего сердца будем объединяться. У нас будет понимание тех вещей, о которых я сегодня хочу сказать. 5 вещей, которые Бог показал мне через Духа Святого, и я хочу поделиться с вами об этом. 5 вещей, что объединяет нас. И первое, но я хотел бы прежде всего прочитать одну историю из Библии. Там 2 истории, но они находятся в одном Евангелии, в одной главе, и интересно, Бог соединил их. Как-то эти 2 истории в одно, оно как-то переплелось. И Бог вот этих разных людей, Он соединяет разных людей. Это девочка, которой было 12 лет, и женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Давайте мы почитаем вначале эту историю. Это Луки, от Марка, 5 глава. 5 глава от Марка. Откроем. Марка 5 глава, и с 21 по 42 прочитаем. И потом мы разберем, посмотрим то, что Бог хочет нам сказать. Знаете, я хочу, чтобы наше сердце было готово сегодня, готово к тому, чтобы мы могли услышать, что Дух Божий хочет сказать нам каждому лично. Потому что, если честно сказать, очень искренне сказать, то нас много чего может разъединять, как христиан, но нам нечего делить. Христос, Он не разделяется, вера, она не разделяется, Дух, она не разделяется. Мы должны в союзе мире находиться. И я хотел бы начать читать эту историю. Давайте начнем с 21 стиха. Когда Иисус опять переправился к лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усиленно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала, это вторая уже история, одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь,
то выздоровели. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему: ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. Не позволили никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслал всех перед собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, и было лет 12, видевшие пришли великое и изумление. И в 43 стихе мы там ей дали поесть. Вот. Во-первых, мы видим здесь, что нас соединяет. Нас соединяет это Божья судьба. Это слово некоторым может не нравиться, судьба. Знаете, но это предназначение. Божье предназначение. Знаете, одна женщина, если, я не знаю, эта история правдивая, нет, но может она как притча. Одна женщина, она очень жаловалась на свою судьбу. Она просто роптала, там говорила, что-то возмущалась. И раввин говорит ей: ты должна взять ответственность за свою судьбу. А она говорит: а я не выбирала быть женщиной. И раввин говорит: быть женщиной это не судьба, а предназначение. И твоя судьба зависит от того, что как ты будешь поступать с этим предназначением. Я тоже не выбирал. Я не хотел быть маленьким, родиться с большим носом, там, слабеньким, нездоровеньким. Знаете, но придя к Богу, я увидел, что мое предназначение. Разницы нету, маленький я ли. Я самое главное должен быть. Видеть то мое предназначение, для чего я родился в этот мир, для чего я пришел, что Бог хочет сделать через меня. Каждый из нас, мы должны увидеть это. Каждый увидит. Каждый. Знаете, свое предназначение в Боге. И это нас объединяет настолько сильно, потому что мы все найдены Богом. Бог нас нашел и предназначил нам что-то делать в Иисусе Христе. Знаете, финал может быть один. Если мы пойдем за Иисусом, если мы прилепимся к Нему, то финал – вечная жизнь. Если мы отвергнем Его, то финал другой – жизнь, смерть вечная. И знаете, в этих двух историях, судьбе в этой, они схожи. Они схожи. 12 лет страдала кровотечением женщина и 12 лет девочки. То есть 12 лет назад в одном доме свершилась великая радость, родилась эта девочка, а в одном доме началась это горе длиною в 12 лет. В одном доме было 12 лет страданий, а в другом доме было 12 лет счастья, знаете, радости, но финал один. Девочка умерла, и эта женщина была при смерти. Знаете, Иаир, он был богатый, сановитый человек. Он как бы был каким-то депутатом, наверное, мэром каким-то. Вот. Он занимал какую-то большую должность, и у него были деньги при нем. И эта женщина, она 12 лет лечилась.
12 лет, это, знаете, даже год полечишься. Люди говорят, год полечишься, столько денег. И там написано, она 12 лет лечилась и все истощила. Значит, она тоже была богатой. Значит, что он был богатый, что она, деньги, богатство, они не помогут нам. Знаете, Иисус, Он легко может выгнать любую смерть, любую болезнь из наших домов. Самое главное, Он не смотрит на наше образование, не смотрит, богатые ли мы, бедные ли мы. Самое главное, пригласить Его к себе. Пригласить Его, сказать: Господи, я хочу, чтобы Ты в действительности изменил мою жизнь. Как много лет тому назад я сказал, когда я узнал, что у меня легкие, они распадаются, я пришел к Богу, где-то 3 месяца я ходил к Богу, и я говорил: Господи, и когда я прошел к врачу, обследовался, врачи сказали, что легкие мои распадаются, там дырочки такие. Я сказал: Господи, я стал взывать к Нему, я хочу жить, у меня глаза только открылись, мое сердце только открылось, я хочу жить, я хочу семью, хочу детей, я хочу служить Тебе, Господи. И люди говорили, что я должен провозглашать, верить в Него, провозглашать Слово Божье. И я говорил: ранами Иисуса Христа я исцелен. Я все время бегал на собрания, помогал по силе, что мог делать. Потом еще через 4 месяца я пошел на обследование, и врачи сказали мне: вы совершенно здоровы, это не ваша толстая книжка, вот эта медицинская. У вас легкие чистые, сердце, органы, они все здоровы. Знаете, нам нечего делить, нам нечего ссориться. Мы объединены в Нем, нам деваться некуда. Нам нужно строить эти отношения, не бежать от этих отношений. Как много людей, пар, они разводятся, потому что они не хотят строить отношения. Они хотят быстрого чего-то, каких-то чувств, каких-то эмоций, каких-то быстрых перемен. Но так не происходит. Нам нужно строить эти отношения, не ссориться, стараться, потому что Писание говорит, Римлянам 12:8, там говорится: если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вообще очень потрясающе. Если возможно, говорит, все сделайте для этого. Если возможно, все сделайте для этого, чтобы быть в мире со всеми людьми. Все, постарайтесь. Старайтесь, и где-то евреям там также сказано, старайтесь иметь мир со всеми. Евреям где-то сказано также об этом. Бог приготовил нам одни небеса, нам нечего делить. Нам нужно строить, не фыркать, не говорить: ой, здесь нету любви, ой, этот брат, эта сестра неправильно повели, я ухожу отсюда, я убегаю. Нет, мы соединены. У нас одна Божья судьба, одно предназначение. Бог приготовил для нас эти небеса. Если у вас нет других планов, конечно, может, у вас есть другие какие-то планы, вы строите их, нейтральные планы, но нейтрального не бывает. Я постоянно людям говорю, я нейтральный, я не Богу и не сатане. И нейтрального нету. Знаете, или ты в Божьей армии, или ты в дьявольском банформировании просто. Знаете, и люди удивляются: как я банформирование, да? Если ты не с Богом, нейтрального нету, ты не можешь по нейтральному. И вот первое – это Божья судьба, Божье предназначение. Второе, очень важная часть, которая объединяет нас, это очень, будьте внимательны, это смирение. Смирение, нам так не хватает смирения, мне так не хватает этого смирения, смирения в семье перед женой, иногда смириться, перед детьми. Знаете, мы здесь почитаем в Марка 5 главе 22 стихе. 5 глава, 22 стих, здесь написано: «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его». Смотрите, начальник, большой начальник падает. Вы где-нибудь видели, чтобы начальники падали? Начальники не падают, они только приказывают. Туда-сюда, руками указывают, еще голос и тон повышают, еще опускают тебя где-нибудь. Этот начальник сановитый, начальник, он падает вниз.
И эта женщина, 33 стих, здесь написано: «Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину». Знаете, эта женщина падает, она стесняется, знаете, болезни, потому что эта болезнь считалась нечистой. И она не должна была приходить к людям, они должны были выходить там за стан. И мужчинам тем более прикасаться нельзя было с этой болезнью. Их камнями сразу бы побили. И тем более ее прикосновение, она прикоснулась к нему, нарушая закон их не Божий. Но она все же смирилась, знаете, и прикоснулась к его одежде. Знаете, мы иногда путаем, что такое смирение. Знаете, смирение это точно, это значит не делать там, молиться много раз, там 5 раз смиряться, лбом там о пол стукаться, истязать там как-то себя, еще какие-то упражнения делать. Смирение это точности исполнять то, что Бог говорит в своем Писании. В точности, прямо на 100% точности каждую запятая, каждое слово, каждая буква должно быть исполнено в точности. Вот это и смиренный человек. Смиренный человек, который ставит Бога выше всего. Ставит Бога выше всего. Это смиренный человек. И мы давайте будем смотреть каждый на свое сердце. Не говорите, что это я говорю там о ком-то что-то. Я смотрю на свое сердце. Я вижу, мне нужно работать с этим. Очень много и много работать с этим. Давайте смотреть на свое сердце. Чтобы у нас не было лжесмирения. Иногда мы пытаемся лжесмирение. Знаете, что такое лжесмирение? Это притворство, это какая-то напущенность, кому-то угодить, человекоугодие какое-то. Ты пытаешься угодить этим каким-то людям, потому что лжесмирение – это страх перед людьми, которые ставят сеть. Да? Ты боишься, у тебя есть страх перед людьми, и ты пытаешься угодить как-то этим людям. Страх наказания, что тебя накажут. Давайте мы будем искренне смиряться под крепкую руку Божью. Аминь. Аллилуйя. Знаете, даже вот я встречал людей, когда был в Москве, и мы ходили, и когда ездил на миссию в Абхазию, и мы там встречались с людьми с разных деноминаций, общались с братьями, сестрами. Знаете, и люди, у них семья там, она все больные. И они Богу вообще, они думают, это правильно, они Богу вообще не просят об исцелении. У них вообще не учат об этом в церкви, не говорят об этом. Знаете, прямо сейчас Бог вот прикасается к вам, исцеляет ваши органы, прикасается к вашим участкам, больным местам. Вы можете возложить руки и сказать: ранами Иисуса Христа я исцелен. Я смиряюсь под Твое Слово так сказала. И я не верю этим ощущениям, каким-то чувствам. Я верю в Слово Божье. Как в той песне поется: чьим словам поверишь ты, а я буду верить в Слово Господа. Чьим словам поверишь ты, а я буду верить в Слово Господа. Аллилуйя. Это и есть точное смирение перед Ним, когда я буду верить, доверять Ему полностью, следовать за Ним. Аллилуйя. Знаете, и тут мы видим вот это благоволийное дерзновение. Знаете, они смирились, у них благоволийное дерзновение. Значит, это дерзновение не такая дерзость, там кому-то там ударил, там голос повысил. Не такое дерзновение. Это дерзновение с почитанием, с трепетом. Знаете, что я люблю Бога своего. Он для меня авторитет огромный. Знаете. И как вот я вижу, как Елисей ко мне подходит. Он знает, он дерзновенно может у меня просить. Может, девочки не так просят, но он может дерзновенно, потому что он знает, папа его любит настолько. И он знает, и он дерзновенно проходит. Но в то же время не переходя рамки с благоволением, потому что он знает, папа авторитет дома. Аллилуйя. И знаете, где-то вот в Писании сказано: научитесь не мудрствовать сверх того, что написано. Научитесь, он говорит, не мудрствовать. Не мудрствовать сверх того, что написано.
что написано. Не нужно мудрствовать сверх. Знаете, научитесь не мудрствовать сверх того, что написано. Не превозноситься один перед другим. Чтобы мы не превозносились. Чтобы мы любили друг друга. Чтобы мы относились с почтением друг к другу. Первое – это Божья судьба, Божье предназначение. Второе – это смириться под крепкую руку Божью, и Он нас вознесет. Только Он, не люди нас вознесут. Он нас будет возносить, дорогие мои. Аллилуйя. И третье, что объединяет нас. Третье объединяет нас – это прикосновение веры. Прикосновение веры. Евреям 11 главу откроем и прочитаем. Евреям 11 глава. 11 глава и 6 стих прочитаем. Здесь написано так. А без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аллилуйя. Знаете, и вот это прикосновение веры. Знаете, Иаир, у него был такое дерзновение, подвиг веры, и он просит о воскрешении своей дочери. И эта женщина также прикасается к Иисусу. Знаете, потому что в этом мире есть люди неприкасаемые, но Иисус, Он всегда прикасаем. Знаете, когда Он шел, и народ Его теснил, и Он почувствовал, что кто-то к Нему прикоснулся. И Он ищет, и Он говорит, кто ко мне прикоснулся? И они, ученики Его, да тут народ столько теснит тебя, кто как не поймешь, а Он знает. Кто к Нему с верой прикасается, кто открывает свое сердце, кто как молится, кто как поднимает руки, кто как взывает к Нему. От сердца, без веры угодить Богу невозможно, чтобы прикоснуться. Он знает, знаете. Народ теснил, знаете, который народ теснил, он не обращал внимания, потому что кто теснит, это неверие. Это неверие. Вера, она прикасается, и она исцеляет. Неверие теснит, а вера прикасается. И Бог, в одном случае человек прикасается, а в другом случае Бог прикасается. Знаете, и мертвого теснят, они сидят там, плачут, и музыка у них там дон, и хмурые они там такие сидят, кто-то плачет, кто-то ревет там, вот. А Иисус прикоснулся, пришел к ней, и она жила. Знаете, Иисус никого не теснит, Он ни на кого не напирает, Он не агрессивный, И мы, только человек может в трудных ситуациях, испытаниях, он пробивает себе локтями, какими-то криками, каким-то злоречием, и думает, что он этим победил, он этим хвалится, кичится этим, гордится этим, знаете. Но движение Божье, это Его прикосновение через веру. Бог настолько близко к нам. Знаете, как вот я думал, как они-то могли так, в то время, Он с ними ходил, они к Нему прикасались. Иисус с нами, Бог ходил, они к Нему прикасались, и ученики все с Ним были рядом. И я думал, как мы можем прикасаться к Нему? Конечно же, через веру, через молитву. Через молитву мы можем прикасаться к Нему в любое время суток, в любую погоду, хоть где бы ты ни находился, ты можешь прикасаться к Нему через молитву. Аллилуйя. И Он, я вам еще раз говорю, Он прикасаем, Он любит, чтобы мы к Нему тянулись, чтобы мы к Нему в действительности могли угодить этой верою. Как написано, без веры Богу угодить невозможно. Невозможно угодить Богу без веры, дорогие мои. Нужно верить, что Он есть, и ищущим Он воздает. Если мы Его ищем, Он воздает, Он дает нам это. Аллилуйя. Так, первое. Мы еще раз посмотрим, что нас объединяет. Это Божья судьба, предназначение. Второе – это смирение. Третье – это прикосновение веры, да? Вера. Четвертое, что нас объединяет в Иисусе, это что мы новое творение. Мы новое творение.
2 Коринфянам откроем. 2 Коринфянам. 5 главу и прочитаем 17 стих. Здесь написано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Аллилуйя. Он, знаете, он вторгший в нашу жизнь, он нас нашел. Не мы его нашли, он нас нашел. Но как он всех людей нашел. Он все сделал на кресте. Просто люди не хотят его пригласить в свое сердце. Люди хотят жить по-своему. Знаете, каждый человек хочет. Мы даже верующие иногда хотим жить по-своему. Из-за этого мы ломаем дрова, из-за этого мы проходим какие-то испытания и трудности. Бог, знаете, Он как божественная атака, как пробуждение, Он пробуждает нас. Знаете. Мы оживаем. Знаете, эта женщина, она не хотела этого, потому что ей было стыдно. Она же больная, нечистая этой болезнью. Она хотела остаться инкогнито, но Иисус говорит: кто ко мне прикоснулся? А потом вообще прямо ей говорит: женщина, вера твоя спасла тебя. Она говорит: ой, зачем это? Можно было как-то наедине там сказать об этом. Знаете, и мы иногда также хотим тихо, молча, что-то инкогнито, знаете. Но мы новое творение. Мы должны стремиться к Нему, мы должны быть открытыми. Аллилуйя. А во втором случае Иисус поступает еще более конкретно. Знаете, Он просто прорывается с проповедью жизни, Евангелию жизни. Он прорывается в эту похоронную процессию, когда они там, плакальщицы эти сидят, плачут там эта музыка, дан-да-дан-да-дан, дан-да-дан, и Он врывается законом Духа жизни, и Он говорит: она не умерла, но она спит. Знаете, она спит, и тогда, знаете, и тогда они начинают смеяться. Вдруг плакали, странно, да? Они плакали, вдруг ревели, и когда он говорит: она не мертва, а жива, она спит, они начали смеяться. Знаете, он приходит в нашу жизнь, и Он хочет все ветхое разрушить. Он не строит на ветхом, на нашем основании, Он строит только на своем камне, на Слове Божьем. И Он хочет разрушить это. Но мы не даем, мы боремся за каждый свой шкафчик, за каждый свой сарайчик. Вот здесь я еще хочу так пожить, вот здесь я хочу еще вот такие фильмы смотреть, а здесь я хочу еще глазками стрелять кому-то, а я хочу еще покурить, а я хочу еще попить, а я еще хочу поругаться. Знаете, и мы что-то хотим, нам нравится что-то, и мы хотим это оставить. Иисус, ну, пожалуйста, не трогай, не врывайся сюда. Иисус хочет все уничтожить, потому что мы новое творение. И когда мы новое творение, мы понимаем, и тогда у нас нету этого барахла. Мы не несем это барахло, это ветхое, мы не несем. Мы его выбрасываем, потому что если мы несем, тогда мы должны смотреть на свое сердце, как я вам сказал, что нас объединяет, да? Объединяет наше Божие предназначение, нам нечего делить. Смирение, если мы смиренные, мы будем смиряться под крепкую руку Божью, и тогда мы будем смиренно относиться друг к другу, не превозноситься друг перед другом. Аллилуйя! И у нас будет прикосновение веры, у нас будет вера, потому что без веры угодить невозможно, потому что через веру мы имеем отношение с Ним, а если мы имеем отношение с Ним, тогда мы имеем отношение друг с другом, тогда мы не превозносимся, тогда мы носим бремена друг друга, тогда мы любим, покрываем, любовь все покрывает. Любовь всего долго терпит, долго терпит. Сколько мы можем терпеть нашего брата, нашу сестру, нашу жену, наших детей? Любовь долго терпит. Любовь долго терпит. Долго терпит. Это прежде всего первое стоит. И мы должны долго терпеть. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы дадим Богу разрушить эту нашу гордость, наш эгоизм. Пусть они смеются.
Знаете, я говорю, когда людям, я врагов должен любить, мне Писание так написано, и вот общаюсь, они смеются, как врагов любить. Врагов надо мочить, говорит мне сосед соседнего дома. Мы общаемся, там он с ребятами молодыми стоит, я подхожу с ним и начинаю им рассказывать. Когда я им рассказываю об этом, они говорят, мочить надо, они там одного хотели замочить, я говорю, нельзя. Сейчас полицию просто вызову. Надо мочить, врагов надо любить. А обидчиков, они обидели, а я говорю, обидчиков надо прощать. Он нас обидел, там нашего там сестру или кого-то там обидел-то. Надо прощать, и они опять смеются. Стоят тут же смеются. Писание, я вижу, как Писание, оно ясно, четко исполняется в нашей жизни, когда мы открыты, когда мы идем к Богу. И последнее, о чем я хотел бы сказать, и потом мы будем еще что-то делать, не выключайтесь, будьте до самого конца. И последнее, что нас объединяет, это нести Евангелие. Нести Евангелие. Давайте откроем Марка, от Марка 16 главу, это последняя глава, от Марка 16 глава, и прочитаем там 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Нам нужно идти и проповедовать. Знаете, он говорит, ты был мертвый, как эта девочка была мертва. Он говорит, ты был мертвый, но я тебя воскресил, ты воскрес. Ты был тьмой, теперь ты стал светом. Ты когда-то был потерян, теперь ты найден. Ты найден. Вот, и он говорит, этой девочке, говорит, дайте ей поесть. И чтобы он нас воскресил для новой жизни, мы новое творение. У нас есть Божье предназначение, мы смиряемся с каждым годом. Наша вера растет, мы угождаем Богу этой верою. Мы служим этой верою, прикасаемся, Бог прикасается через нас. Аллилуйя. И тогда мы должны нести это Евангелие, потому что Дух Господень, Он на нас. Он на нас, Дух Господень. Ибо Бог помазал, прямо сейчас говорю, Бог помазал вас, сестру такую-то, такую-то, брата такого-то, такого-то, Духом Святым и силою, чтобы вы могли ходить благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Потому что не вы такие, а потому что с вами Бог. С вами Бог. Не вы такие хорошие супермены, но потому что с вами Бог. Аллилуйя. И он говорил, ты был мертв, я тебя воскресил, ты стал новым творением, ты стал светом, теперь иди, неси этот свет. Свет не внизу, не под кроватью стоит, не под столом, свет стоит на горе, он светит. Аллилуйя. Он говорит, я восстановил твою жизнь полностью, я дал тебе поесть эту пищу, вот этот хлеб. Хлеб, вот этот хлеб прежде всего. Вот это молоко, вот это мясо. Он говорит, я дал вам поесть, воскресил, вы стали кушать это. Чем больше кушаешь, чем ты здоровее, чем ты сильнее должен служить. Аллилуйя. Знаете, это Евангелие, Евангелие здоровья, крепости, процветания. Аллилуйя. Чтобы мы могли жить счастливо, благословенными могли быть. Аллилуйя. Ефесянам, давайте мы откроем Ефесянам 2 главу, Ефесянам 2 глава, и прочитаем там 10 стих. Здесь написано, знаете, вот разные люди, да, мы смотрим в Библии, если посмотрим, разные люди уживаются в Евангелии, да, по всей Библии, разные люди, они все уживаются, их соединяет Бог, соединяет Иисус Христос, книга Деяний, и книга Деяний продолжает писаться, и мы в церкви все разные, с разных церквей, мы разные люди, и нас всех объединяет только Христос, Божье Его предназначение, смирение, когда мы смиряемся под Его крепкую руку, Господь, когда у нас есть вера, Господь, потому что без веры угодить Богу невозможно. Аллилуйя. Что мы новое творение, мы новое творение.
Аллилуйя. Мы по-новому живем, мы не несем этот хлам и не бросаемся друг на друга этим хламом. Ты помнишь там? Не вспоминаем, мы этот хлам выбросили. Все. Аллилуйя. Слава Господу. И третье, что пятое, что мы должны нести, это Евангелие. И мы все должны, выздоравливающие, которые выздоровели, уже здоровые, мы должны идти и прикасаться к этим людям, и они должны в смирении, послушании, Божьем предназначении прикасаться к этим людям, чтобы выздоравливающих было больше и больше в Царстве Божьем. И Ефесянам во 2 главе, 10 стихе написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Видите? Мы Божье творение. Творение, знаете, как переводится? Творение с греческого переводится поэма. Знаете, поэма. Он пишет о нас, он говорит: вы поэма. И также во 2 Коринфянам, давайте мы откроем во 2 Коринфянам, там сказано, во 2 Коринфянам 3 главе, 2 и 3 стих, там написано: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца нашего. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Мы Его есть письмо. Знаете, я в конце хотел бы закончить таким вот примером. Вот нитка и иголка, они спорят, кто из них круче, кто из них лучше. Знаете? И так же часто мы узнаем себя, мы спорим так. И начинаем спорить. И иголка с ниткой. Они спорили, пока не пришел портной. И не вдел нитку в иголку. И не стал шить. И иголка с ниткой стала продолжением руки портного. Так же и мы. Давайте будем все вместе. О том, что сегодня я говорил. В руках Божьих. Пусть Бог объединяет. О том, что я сегодня говорил. Бог объединяет нас в этом. Дорогие мои. Давайте мы помолимся. И потом продолжим, еще что-то будем делать. Аллилуйя, Отец Небесный, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, мы молимся Тебе, Господь, великому Богу, всемогущему. Аллилуйя, Господь. Господь, во имя Иисуса. Мы такие разные, все мы разные, Господь, люди, Господь. Кто-то более образован, у кого-то нет образования, кто-то более богат, кто-то менее, Господь. Разные национальности, разных возрастов. У нас есть разные мнения, Господь. Господь, во имя Иисуса. Мы очень разные. Но эта разность настолько украшает нас, Господь. Потому что было бы так скучно, Господь. Так серо, если мы были бы одинаковыми. Поэтому мы не хотим подстраивать кого-то и говорить: будьте как я. Господь. В этом есть смысл всей красоты, что мы все разные. Аллилуйя. Благодарим и славим Тебя, что Ты нас объединил в Иисусе Христе, когда мы пришли к Тебе, Господь, во имя Иисуса. Ты объединил нас вокруг себя, Господь, не вокруг чьего-то имени, не вокруг чьей-то сановитости или чего-то, какого-то образованного человека, Господь, во имя Иисуса. Вокруг какого-то богатства, но Ты богатство, Ты бездна богатства, Ты объединил нас, разных людей, вокруг себя, Господь. Дай нам каждому исполнять Божье предназначение, смиряться под крепкую руку Божью, и Ты нас вознесешь, не люди, Господь, во имя Иисуса Христа.
Аллилуйя. Верою угождать Тебе, Господь. Проявлять эту веру, Господь. Провозглашать эту веру в жизнь, Господь, друг друга, родных, близких, в церковь, Господь, в тело Христово, Господь, во имя Иисуса Христа. Быть новым творением, Господь, во имя Иисуса. Чтобы все старое было выброшено, Господь. Чтобы новое, Господь. Потому что Ты в новые мехи только вольешь новое вино во имя Иисуса Христа. И также нам дай проповедовать Евангелие, нести это Евангелие этим людям, чтобы было больше здравых, здоровых людей, которые примирились с Богом и которые хотят жить не для себя, но для Тебя, Господь. Благодарим и славим за это слово. Дай нам, Господь, более, Господь, принять это слово, жить так, поступать так, смотреть на себя, не на соседа, не на жену, не на детей, на себя, Господи. Ибо так поступая, спасу себя, Господь. Смотря себя, вникая в Писание, учась этому, я спасу себя, и тогда смогу спасать окружающих. Благодарим и славим Тебя за это слово во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Все сказали аминь. Аминь. И мы сейчас также будем делать вечерю Господню. Знаете, я вчера и уже написал об этом. Я верю, что вы подготовили свое сердце. Не надо просто так приходить. Нужно приходить с открытым сердцем. Надо думать об этом, размышлять об этом, как говорит Писание, да? Думать, размышлять об этом. Давайте мы посмотрим Писание, что сказано об этом. 1 Коринфянам, да? В 11 главе там написано, 1 Коринфянам 11 главе, 1 Коринфянам 11 глава. Ну, его, да, мы, может, не написали, но откройте Библию и гаджеты, там смотрите. И здесь написано, 1 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам предал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите и едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытает же себя человек. Испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. И мы должны, видите, мы должны приготовить свое сердце. О том еще я вчера писал. Мы должны были, если вы не приготовили вчера, то вы можете, сейчас у нас есть время, вы можете приготовить. Но если ваше сердце не готово к этому, то лучше не принимайте вечерю, оставьте на потом. Не делайте это лишь бы как бы, вот, ну, и все делают, и я делаю, все бегут туда, я бегу, все так делают. У нас не должно быть стадного мышления. У нас должно быть мышление Иисуса, ум Христов, мышление Иисуса Христа. И это мышление дает нам свободу, это мышление дает нам любовь, это мышление дает нам радость. И это мышление дает нам истину. Аллилуйя. Я сейчас благословлю, давайте мы будем молиться, благословим этот хлеб, вы прямо сейчас пребываете. Если надо кого-то простить, вам нужно простить. Если вы не можете прямо сейчас, то оставьте это на потом, но не принимайте вечерю. Аллилуйя. И взяв этот
Я благодарю, Господь, во имя Иисуса за этот хлеб. Преломляю его, Господь. Потому что это из тела Твое, ломимое за нас всех, за все тело Христово. Мы делаем это в Твое воспоминание. И также, взяв чашу этого вина, он поблагодарил. Сказал, это кровь Нового Завета. Эта кровь, она омывает ваши грехи. Прямо сейчас вы можете получить исцеление. Прямо сейчас, принимая вечерю, вы можете получить исцеление. Вы можете получить свободу, какой-то прорыв. Потому что кровь его, она имеет силу. Знаете, когда человек умирает, он становится бледно-зеленым. Но когда ему начинает вливать кровь в вены, то у него щеки начинают розоветь, и человек оживает. Эта кровь намного сильнее человеческой крови. Это кровь, которая пролита за всех людей этого мира. Эта кровь, каждая капля крови имеет настолько сильную. Благословляю вас. Аллилуйя. Мы еще что-то будем делать, не уходите. Давайте мы поразмышляем немного, подумаем. Будем достойно принимать вечерю. Аллилуйя. Господь, дай нам подумать, Господь, дай нам размышлять об этом. Не просто это делать машинально, автоматически, Господь. Аллилуйя. Если вы все приняли уже вечерю Господню, тогда мы продолжим. И сейчас мы переходим. Сейчас вот нужно обязательно улыбаться. Улыбайтесь, радуйтесь. Сейчас очень это важно, потому что сейчас мы переходим к главному служению. Это пожертвованию. Да, вы угадали с первого раза. Вам пятерочки всем, лайки. Слава Господу. Бог вас любит очень сильно. Он настолько сильно вас любит. Прямо сейчас исцеляет вас. Когда вы приняли вечерю, эта кровь, она омывает, прямо течет по вашим жилам, Господь. Она исцеляет. Господь, она восстанавливает ваши клетки прямо сейчас, Господь. Она очищает ваши легкие, вашу печень, ваши почки, Господь. Желудок, Господь. Весь кишечник, Господь. Всякий участок тела, прямо сейчас он, это, знаете, это как, это сила Божья с небес. Это атмосфера, которая у вас в доме, атмосфера Бога. Он там, среди вас. Аллилуйя. И тогда давайте мы откроем местописание. У нас Откровение. Откровение 11 глава. Откровение 11 глава. Откроем. И здесь написано, давайте будем очень внимательны. Очень хорошее местописание, и как можно было это по пожертвованию прилепить, да? Но это только Дух Святой может, это не я. Но если я, то Бог да простит меня, но я думаю, это Дух Святой. Я верю в это всем сердцем. Здесь написано так, Откровение 11 глава, 1-2 стих написано там. «И дана мне трость, подобное жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий». Он измеряет храм Божий. Понимаете, прямо сейчас. И жертвенник измеряет, и поклоняющихся в нем.
а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца, да? Здесь первый, вот этот первый стих. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Прямо сейчас мы находимся в храме Божьем. Наш храм Божий внутри, он измеряет наше сердце. Мы сейчас будем давать. Там есть жертвенник написано. Ангелы вокруг. Вы представляете, ангелы вокруг. Здесь вот мы сидим в 16-этажном доме, да, и мы кажемся в такой высоте, отсюда посмотришь, такая красота. А представляете, ангелы, они вокруг этого дома летают. Они здесь, вокруг нас. Они измеряют наше сердце, как мы сегодня поклонялись, как мы сегодня слушали, как мы принимали сегодня вечерю. Они измеряют, ангелы, они не зря, они служители. Они духи, служители. Они служат, они здесь, они смотрят на сердце, как мы служим, как мы относимся к своему служению. С трепетом, с любовью. И нет. И как мы сегодня принесли деньги. Что мы будем жертвовать? Он все измеряет. Здесь написано: и дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, измерь храм Божий. Он измеряет каждое сердце наше, каждое сердце ваше. Он измеряет. Вы храм Божий, ваш дом. И жертвенник, вы на жертвенник будете сегодня принять. И поклоняющихся в нем. Мы сегодня все поклонники. Мы пришли поклоняться Ему в духе и истине. Мы не просто пришли так. Мы пришли сегодня танцевать, радоваться, как вначале сказала Владушка, на танцпол. Мы должны танцевать перед Богом, мы должны веселиться, с радостью отдавать пожертвования, с радостью служить. Аллилуйя, Господь. Господь, мы молимся о том, чтобы, Господь, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, Господь, Ты видишь, Господь, сердца этих людей, Господь. Ты видишь, что они принесли на жертвенник, то, что они слушали Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь, во имя Иисуса. Благодарим, Господь. Господь, Тебя, Господь. За каждый рубль, за каждое, Господь, даяние, пожертвование этих Божьих людей, Господь. Во имя Иисуса Христа. Ты знаешь, Господь, все. Мы благословляем, Господь, вас, дорогие. Даже если вам нечего дать, вы сегодня пришли, и Он измерил ваше сердце. Но оно было настолько открыто, вы настолько поклонялись, но вам нечего дать. Вы бы хотели дать, но вам нечего. Тогда у вас должны быть слезы радости, что Он милостивый, Он вас принимает такими, Он вас любит такими. Аллилуйя. Благословляю вас, дорогие, драгоценные. Благословляю на всю неделю, на все эти дни, Господь, чтобы вы домашки присоединялись, кто еще не присоединен, чтобы имели это общение. Благословляем. Также я в конце еще хотел бы сказать радостную вещь. Нам дали свет, в офис сделали свет, и если в вашем сердце будет, мы там хотим делать отопление, мы об этом будем думать. Если в вашем сердце будет также, то вы обязательно, если будете высылать денежку Любовь Романовне там, на ее карту, то обязательно там можете подписать для отопления, чтобы было в офисе тепло, чтобы мы могли в этом храме Божьем, там ангелы вокруг были, мы могли служить многим-многим людям. Дорогие, благословляю вас. И тогда я приглашаю наших, мы еще прославим Господа, я приглашаю наших чудесных левитов, прекрасных, чудесных, красивых просто. Аллилуйя. Спасибо большое, Олег Иванович, за такое слово, за ободрение. Еще прославим. Вообще, Господь, дай нам уже собираться все вместе. Уже хочется в свободе прыгать, танцевать, чтобы не уходить из ракурса камеры. Хочется уже уходить, уже танцевать. Все это. Просто всех обнимать вас. Начало я вас
Христе просто это чудесное собрание. Благословляем всех, кто смотрит нас сейчас, и потом будет смотреть на Ютубе. Господь, просто пусть все решится с этим коронавирусом, мы уже будем встречаться все вместе. Просто благословляем, спасибо вам, дорогие, спасибо нашим служителям, что они служат без, как там, без преклона. В общем, не оставляя свой пост. Всем хорошей недели, увидимся в домашних группах, на молитве. Вот. Аминь. Аминь.